Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане арестован бывший заместитель министра внутренних дел Випалы Атаев. Он уже около месяца находится под арестом. Дело ведет Министерство национальной безопасности. Подполковник Атаев был уволен 2 апреля прошлого года. О причине отставки государственные СМИ не сообщали. Бывшего замминистра подозревают в коррупции. Випалы Атаев являлся заместителем министра внутренних дел Туркменистана чуть более 3 лет. В январе 2022 года президент Сердар Бердымухамедов назначил его на высокий пост, освободив от предыдущей должности начальника управления полиции города Ашхабада, а в апреле 25-го уволил своим постановлением. В МВД Атаев отвечал за работу дорожной полиции и пожарной службы. Как сообщил источник Turkmen News, в одном из силовых ведомств страны чиновника арестовали около месяца назад по подозрению в коррупции. Атаеву вменяют получение взяток за продление водительских удостоверений женщинам. За услугу он требовал от $10 тысяч. О массовых облавах на женщин-водителей стало известно в конце 2017 года. Тогда сотрудники дорожной полиции прицельно останавливали машины, за рулем которых находились женщины, выискивая любой повод составить протокол и забрать авто на штрафстоянку. Позднее, к лету 2019 года, выяснилось, что женщины больше не могут продлить срок действия прав, которые надо подтверждать раз в 10 лет. При этом им открыто не заявляют о гендерном запрете напрямую, но находят недочеты в заявлениях, требуют предоставить дополнительные справки, изобретают другие предлоги, чтобы только не принимать документы. Неофициально работники ГАИ признавались, что указания не принимать у женщин документы шли из аппарата президента. Сейчас негласный запрет продолжает действовать, хотя некоторым женщинам все же удается продлить водительские права, либо получить их впервые. Порой помогает особый статус. Так, получать документ удавалось спортсменкам, сотрудницам посольств или женщинам, на иждивении которых находились родные с инвалидностью или онкологическим заболеванием. В остальных случаях нужны большие связи или деньги. Некоторые женщины обучаются вождению за границей, в России или Узбекистане, и там же получают права, а затем пользуются ими в Туркменистане. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.